Уралманы из Китая рассказали о своих родственниках, которых по-прежнему удерживают в лагерях перевоспитания в китайском Синьцзяне. Глава МИД Казахстана неделю назад заявил, что этнических казахов там нет. В 2017 году моего сына забрали в лагерь перевоспитания. Он вернулся туда, чтобы закончить дела с документами. С тех пор мы о нем ничего не слышали. Нам сообщили родственники, что его арестовали и поместили в лагерь перевоспитания. Граждане Таджикистана жалуются на сезонные облавы военкоматов. Гребут всех, даже тех, кто по закону освобожден от воинской службы, единственных кормильцев и сирот. Один за одну руку взял, второй за другую. Подняли меня и отбросили подальше. Многие душанбинские таксисты по собственной воле ужесточили правила проезда в своих машинах. Обниматься, целоваться и прочие действия интимного характера категорически запрещены. Из-за этих запретов с нами постоянно ругаются. Во-первых, наш рейтинг снижается, постоянно жалуются на нас, безосновательно обвиняют нас. Больше всего это молодые девушки. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Несколько уралманов из Китая сегодня заявили, что их родные все еще находятся в так называемых лагерях перевоспитания Синьцзяне. Этнические казахи крайне обеспокоены тем, что уже долгое время не могут получить вестей от своих близких. По их словам, среди узников лагерей есть и молодые, и старики. Напомню, лишь неделю назад министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в интервью журналистам заявил, что на сегодняшний день в китайских лагерях политического перевоспитания этнических казахов нет. На деле же получается совсем другая картина. Шолпан Разбекова с подробностями. У всех пришедших в алматинский офис общественного объединения «Атажурт Ерклера» разные истории, но объединяет их одно. Они не виделись со своими родными вот уже несколько лет. В 2017 году моего сына забрали в лагерь перевоспитания. Он вернулся туда, чтобы закончить дела с документами. С тех пор мы о нем ничего не слышали. Нам сообщили родственники, что его арестовали и поместили в лагерь перевоспитания. Но и они сейчас с нами не общаются, боятся таких же проблем. Сын этой женщины, 33-летний Женисхан Джамбырбай, перевез родителей в Казахстан. Они уже получили гражданство, намеревался перебраться и сам. Но последняя поездка 2 года назад обернулась задержанием. А вот у султана Саулебек в лагере 73-летний отец. Мать находится под домашним арестом. Родные в Китае сообщили, что в последнее время состояние здоровья отца сильно ухудшилось. У отца одна почка. Сейчас его состояние тяжелое, оглох на 2 уха, отказывают ноги. Но они позволяют ему видеться с нашей матерью. В 2013 году он совершил хадж. Мы думаем, что это и стало причиной его ареста. С такими же историями сегодня пришли еще несколько человек. По их словам, из Китая в Казахстан этнические казахи перебираются по очереди. Кто-то должен ведь продать жилье и привести в порядок документы. Но у многих из них окончательно переехать в Казахстан не получается. Собравшиеся полагают, что представители Министерства иностранных дел Казахстана не владеют достоверной информацией. Может, они говорят это потому, что у них нет точных данных, но наши родители там же, и на самом деле еще много таких в лагере. Такие истории в офисе общественного объединения «Атажурт Ерклеры» звучат нередко. Но сегодняшний визит уралмана все ставит с ног на голову. Неделю назад министр иностранных дел Казахстана заявлял, что в китайских лагерях, которые официально Пекин называет образовательными центрами, нет ни одного этнического казаха. Наш президент недавно побывал с государственным визитом в Китае. На высоком уровне была подтверждена такая информация. Подтвердилось, что сейчас в образовательных центрах нет этнических казахов, проживающих в Китае. В центрах есть только сидящие там или правонарушители. Задать вопрос представителям внешнеполитического ведомства пока не представляется возможным. Как сообщили в МИД, уполномоченные комментировать данную ситуацию официальные представители находятся в командировке. Я же напомню, что информация о массовых задержаниях в Синьцзяне этнических казахов и о существовании политических лагерей перевоспитания появилась в 2017 году. Об этом и о пытках в застенках рассказали сумевшие вернуться на историческую родину этнические казахи. Китайские же власти эту информацию опровергают. Говорят, что в Синьцзяне существуют только образовательные центры. Протестный митинг в Жанаузене. Более 100 работников нефтесервисной компании «Кизби», подрядчика «Узенмунайгаза», дочернем предприятии «Казмунайгаза» собрались, чтобы заявить о притеснениях. Профсоюз, нацеленный на защиту прав работников. Собравшиеся призвали градоначальника Жанаузена Махсата Ибагарова вмешаться в ситуацию.
Это уже третья по счету попытка встретиться с местным акимом и рассказать ему о проблемах, говорят газовщики. Собравшиеся утверждают, что компания-работодатель ущемляет их права и увольняет сотрудников без какой-либо причины. По их мнению, руководство КИСБИ оказывает на них давление и незаконно вмешивается в работу профсоюзов. Вышедший к собравшимся заместитель акима города Галым Байжанов призвал не делать поспешных выводов об отсутствии результатов. Байжанов заявил перед работниками, что их жалоба направлена в трудовую инспекцию. При этом для рассмотрения этой жалобы понадобится 1-2 месяца. По словам заместителя акима, в настоящее время проводится работа, направленная на разрешение ситуации. В ответ на предложение Байжанова отправиться к офису компании КИСБИ для обсуждения вопросов, работники потребовали, чтобы представители работодателя сами пришли к зданию местной администрации. В итоге все стороны собрались у акимата, однако достичь какого-либо согласия пока не получилось. 11 кыргызстанцев выдворят из России после драки в Новосибирске. Полиция проверила около 200 мигрантов. Сейчас в спецприемнике находится 11 человек. Им собирают документы для выдворения из России, сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области. Между тем, после драки полиция при поддержке Росгвардии устроила облавы на рынке города. Более десятка мигрантов отправили в спецприемники. Я напомню, массовая драка с участием представителя кыргызской диаспоры произошла 7 октября на улице Малыгина возле Хилокского рынка в Новосибирске. Несколько человек были ранены после того, как участники драки применили травматическое оружие. 5 пострадавшим была оказана медицинская помощь, 2 из них госпитализированы. Полиция задержала 30 человек. Торговцы Хилокского рынка, граждане Кыргызстана, которые давно живут в Новосибирске, рассказывают, что это была необычная бытовая драка. Они уже много лет жалуются на преступную группировку, во главе которой стоит их же бывший соотечественник, некий Тамерлан. Работники рынка говорят, что банда Тамерлана занимается грабительством и вымогает у них деньги, а полиция их покрывает. Еще одной соратнице Алмазбека Атамбаева собираются выдвинуть обвинение в соучастии в захвате заложников. Об этом сообщил адвокат Замир Джошев. Его подзащитную Кундуз Джолдубаева сегодня пригласили на допрос, но в итоге следственное мероприятие перенесли на завтра. Накануне другую социал-демократку Асель Кудуранову уже поместили под домашний арест. У здания МВД, куда сегодня на допрос вызывали сторонников Атамбаева, побывал наш корреспондент Джибек Бигалиева. Пока бывший президент находится за решеткой в ожидании суда, его сторонники, те, кто остались на свободе, почти как на работу ходят на допросы. Сегодня в здании МВД для участия в следственном мероприятии пригласили заместителя председателя партии СДПК Кундуз Джолдубаеву. Ее адвокат уже сейчас заявляет, что Джолдубаеву могут задержать. Те, кто пришли ее поддержать, считают, что власти хотят надавить на тех соратников Алмазбека Атамбаева, которые пока еще находятся на свободе. То, что именно в отношении Карамушкина, Кудурановой и Джолдубаевой применяются вот такие меры, да, принудительного характера, то домашний арест, то нескончаемые допросы связаны исключительно с политической позицией именно данных лиц, потому что они выступают некими такими рупорами партии СДПК, а партия, она по сути сейчас осталась одной единственной оппозиционной партией в отношении действующей власти. Поэтому правоохранительные органы здесь не руководствуются какими-либо процессуальными нормами, и как бы на это делать упор тоже не надо. Здесь исключительно политика. Асель Кудуранова, она одна из немногих депутатов, которые до сих пор поддерживают Атамбаева, накануне поместили под домашний арест. Джолдубаева рассказывает, что прокуратура хотела запретить Кудурановой пользоваться средствами связи. Она со вчерашнего дня считается уже не свидетелем, а подозреваемой в деле о захвате заложников. Меру пресечения ей выносили накануне поздно ночью. Следствие в ходатайстве просило ограничить Асель Суизбековну пользоваться телекоммуникационной связью, встречаться с отдельными лицами, если конкретно, то с партийцами. Но судья, благо, отказал в этой части ходатайства. Вообще вот эта сейчас ситуация, которая сейчас происходит, можно расценивать только как политические гонения и давление на оппозицию. После событий в Куйташе, когда власти пытались обеспечить принудительный привод Алмазбека Атамбаева на допрос, 4 соратников политика оказались в заключении. Еще 2 находятся под домашним арестом. Их всех обвиняют в захвате заложников. После того, как силовики пытались штурмовать дом Атамбаева, 6 спецназовцев провели в особняке бывшего президента более 20 часов. Во время спецоперации 1 спецназовец погиб, еще 1 сотрудник милиции получил тяжелейшую травму. В рамках этого дела на допросы теперь вызывают Кундуз Джолдубаеву. Но предъявлять ей обвинения сегодня не стали. По непонятным причинам следователи на допрос вовремя не пришли. Оказывается, они еще не решили, что делать с участием Кундуз Джолдубаевой, какие следственные мероприятия проводить. Они не знали, с этим мы вот уже 1,5 часа ждали в коридоре и сейчас приняли решение уйти. Почему мы должны просто их ждать? Почему мы должны
свою жизнь тратить в ожидании. Это было и вчера 1,5 часа ждали решения руководителя следственной группы, и сегодня вот ждали 1,5 часа. Почему мы должны ждать их решения? Мы свободные люди, Кундуз свидетель, я адвокат, часть системы правосудия. Мы все равны, и следователи, и прокурор, и адвокат, мы все равны. Но ждать больше юрист уже не мог. В итоге допрос перенесли на завтра. По предположению адвоката Джолдубаева, его подзащитную завтра могут задержать или заключить под домашний арест. Каждый призыв в армию Таджикистана в стране называют сезоном облав. Молодых неслуживших людей задерживают дома, на улицах, в общественном транспорте. Сотрудники правоохранительных органов порой силой затаскивают молодежь в микроавтобусы. Родственников даже не уведомляют, что их близкие рекрутированные. Повестки не выписываются. Гребут всех. Бывает даже в тех случаях, когда человек имеет освобождение от службы по закону, является единственным кормильцем в семье, не может служить по состоянию здоровья или является сиротой. Власти страны уверяют, практике облав давно положен конец. Но факты говорят об обратном. Анушер Ванарипов продолжит. Сына Майфуры Расуловой, Голмухаммада Мирзоева, 7 октября забрали прямо из дома. По словам женщины, люди в штатском, оказавшиеся впоследствии местными чиновниками и милиционерами, буквально ворвались во двор дома и вытащили 22-летнего молодого человека на улицу. Повестки в армию на имя ее сына до этого не приносили. Никаких бумаг матери призывника также не показали. Мы его не прятали от призыва. На его имя не приходили повестки. Была повестка на старшего сына, который сейчас находится в трудовой миграции. У меня есть копия его авиабилета в Москву. Также нам недавно пришла повестка на неизвестного нам Гулова в Осе. Чиновники и милиция во время задержания применили силу и к самой Сайфуре, и к молодому человеку. Когда ее оттолкнули от сына, она упала и сильно порезалась. Один за одну руку взял, второй за другую. Подняли меня и отбросили подальше. Моя невестка закричала, сказала им, что у меня давление высокое и я больна, что меня нужно везти в больницу. А вот внук Сангимо Хусейновой, Мухаммад, служить по законам страны не должен был вообще. Родителей у молодого человека нет. Бабушка находится на его содержании. Мухаммада забрали в армию прямо с одной из строек столицы, где он в последнее время работал. В тот же день я пошла в военкомат в слезах, стучала им в двери, потом показала им документы, что его нельзя призывать в армию. Но даже на просьбу увидеть внука мне было отказано. Ловить или, попросту говоря, похищать людей силой, принуждая их к воинской службе, незаконно. То есть прямое нарушение прав человека. Тех, кто избегает службы и не приходит после получения 2 повесток, должны судить, а не отправлять в армию. Поэтому власти отрицают все факты обращения граждан по поводу призывных облав. В Министерстве обороны говорят, что не контролируют набор призывников. Более того, военные даже не в курсе, как это происходит. Делают это специальные комиссии, не имеющие отношения к армии. Этими вопросами занимаются госкомиссии в районах и городах. Сельсоветы и квартальные советы делают всю работу. Мы только оказываем содействие. По жалобам населения на облавы у нас еще не подведены итоги. Проводят облавы люди в гражданском, а не в военной форме. Из-за этого обвинить кого-то конкретного в нарушении закона трудно. Но в Министерстве обороны не могут не знать, как происходит набор призывников, так как их представители входят в призывные комиссии. Председателем призывной комиссии является заместитель председателя города, либо области, если это областная призывная комиссия. Его заместителем является военный комиссар города, района. По данным правозащитников, обращения от родителей на незаконное похищение их детей для службы в армии становится меньше с каждым годом. Теперь люди чаще жалуются, что призывные комиссии оказывают давление на близких трудовых мигрантов, силой заставляя их давать письменные гарантии возвращения своих сыновей и братьев в страну для прохождения службы. У нас сейчас обращения от граждан, где они от родителей, где они у нас спрашивают, несут ли они уголовную ответственность за то, что их сыновья отсутствуют в Республике Таджикистан, и они находятся в миграции в России, и либо там обучаются, либо там получают гражданство. Многие годы в Таджикистане планы по призыву в армию выполняются досрочно. До конца месяца еще почти 3 недели, а некоторые комиссариаты уже отчитались о выполнении поставленных задач. Например, Горно-Бадахшанская область страны уже завершила призыв. С чем связаны столь высокие показатели, непонятно. Анушер Ванарипов, Алишер Зарифи, Насим Исамов, Таджикистан. Смотрите далее в нашей программе.
Многие душанбинские таксисты по собственной воле ужесточили правила проезда в своих машинах. Обниматься, целоваться и прочие действия интимного характера категорически запрещены. Из-за этих запретов с нами постоянно ругаются. Во-первых, наш рейтинг снижается, постоянно жалуются на нас, безосновательно обвиняют нас. Больше всего это молодые девушки. Продолжаем выпуск. За последнее время власти Туркменистана заблокировали несколько самых популярных VPN-приложений. Об этом сообщает ресурс «Хроники Туркменистана». Стоит напомнить, что мобильные приложения для компьютеров и смартфонов, с помощью которых местные жители могли обходить интернет-цензуру, блокировались в стране и ранее. Однако с того момента, когда граждане находили работающий VPN, он становился популярным и распространялся среди населения. И до блокировки проходило достаточно много времени. Один из обкоров «Хроник Туркменистана» рассказал, что теперь в стране блокируются не только бесплатные VPN-приложения, но и те, которые продаются в App Store и Play Market за деньги. Блокировка грозит даже софту местных программистов. Приложение VPN устанавливают мастера по ремонту телефонов и продавцы смартфонов. Услуга эта платная. Помимо этого необходимо купить подписку, которая обходится в 50-60 манатов. Это 13-15 долларов по официальному курсу в месяц. И вот что еще интересно. Корреспондент сообщает, что сейчас многие клиенты от этих услуг начали отказываться, так как часто программа работает буквально несколько дней, после чего ее блокируют. Возвращать деньги продавцы отказываются. Отметим, что в Туркменистане не существует официального ведомства, которое занимается цензурой в интернете, как, например, Роскомнадзор в России. Сайты, сервисы и приложения блокируются без уведомления, указаний и причин судебных решений. Совет безопасности ООН собрался на экстренное заседание. Поводом стала турецкая операция в Сирии. Действия Анкары осудил ряд стран Евросоюза и Персидского залива, а группа сенаторов Конгресса США выступила за введение жестких санкций против Турции. С подробностью Ольга Жернасек. В четверг турецкие войска продолжили наступление на северо-востоке Сирии. На этих кадрах приграничный город Тель-Абьяд после серии взрывов. А это Рас-Аль-Айн. Мирные жители покидают город после первых сообщений о погибших. Турецкая армия также нанесла удары по Кобани и Камышлы. В местные больницы поступают раненые. Осколки, возможно, снаряда упали рядом с ним. Это произошло у него дома или по соседству, как мне сообщили. У него есть раны на голове, шее, груди и животе. Мы сделали снимки, но ему, возможно, потребуется масштабная операция. Военная кампания, как Турция официально объявила накануне, направлена против курдских ополченцев на севере Сирии. Анкара считает их частью рабочей партии Курдистана, запрещенной в стране. Сирийские курды, в свою очередь, отрицают подобную связь. Официальная цель операции – создание зоны безопасности. Турецкие власти намерены переселить туда несколько миллионов сирийских беженцев, которые сейчас находятся на территории Турции. Действия Анкары резко осудили многие страны. Евросоюз призвал Турцию немедленно прекратить операцию. Военные действия подорвут безопасность местных партнеров по коалиции, а именно курдских сил, и могут привести к затяжной нестабильности на северо-востоке Сирии, создавая благодатную почву для возрождения ИГИЛа. Сейчас под охраной курдов находятся тысячи боевиков так называемого исламского государства. Сегодня в Европарламенте представитель сирийских курдов сообщил, что боевики ИГИЛа могли сбежать из тюрьмы в Камышлы, которую обстреляли турецкие военные. В свою очередь президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в ходе операции, которую Анкара называет «Источник мира», ликвидировано 109 террористов. Он также пригрозил европейским политикам. Эй, Евросоюз! Если вы попытаетесь назвать нашу операцию вторжением, тогда все просто. Мы откроем наши границы и отправим к вам 3 600 000 беженцев. Турецкая военная кампания на северо-востоке Сирии началась после того, как Дональд Трамп решил вывести американские войска из этого региона, но пообещал помогать курдам финансами и оружием. После начала авианалетов он назвал действия Анкары плохой идеей. В Конгрессе США тем временем призвали ввести против Турции сокрушительные санкции. Я думаю, это окей. Я уже сказал президенту Эрдогану, что это будут больше, чем санкции. Я сделаю гораздо больше, чем просто введение санкций. Ранее Дональд Трамп пообещал уничтожить турецкую экономику, если Эрдоган зайдет слишком далеко в действиях против курдских ополченцев. Ольга Жернасек, «Настоящее время». Власти Ирана освободили российскую журналистку, автора книги «Невесты Аллаха» Юлию Юзик. Она уже прибыла в Москву.
Как заявил секретарь Союза журналистов России Тимур Шафер, к работе было привлечено колоссальное количество ресурсов самых разных людей и организаций. Возвращение журналистки было главным вопросом всех дней. Он отметил, главное сейчас, что коллега находится на свободе и возвращена в Москву. Я напомню, о задержании Юлии Юзик стало известно 4 октября. По словам журналиста Бориса Войцеховского, Иран обвинил ее в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Он отметил, что у Юзик уже в аэропорту отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны. Однако двери в ее номер выломали и забрали из гостиницы сотрудники корпуса стражи исламской революции. Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии 7 октября сообщил, что задержание журналистки связано не с подозрением в шпионаже, а с визовыми вопросами. Юлия Юзик стала известной в 2003 году, когда вышла ее книга «Невеста Аллаха», в которой рассказывается о девушках-смертницах Северного Кавказа. Поцелуи, объятия и прочие интимные вещи отныне запрещены в салонах душанбенских такси. Предупреждения об этом становятся уже привычными. Интересно, что высокоморальный образ извоза соблюдают сами таксисты. Тимур Тимаев продолжит. Мухаммад работает таксистом последние несколько лет. Решение повесить предупреждение с перечнем запретов внутри своего авто он принял после, как он сам считает, аморального случая. Однажды ко мне сели мужчина с девушкой. Ехал в пути, замечаю, что машина начала качаться. Смотрю, молодой человек пристает к девушке. Она просит его прекратить. Я остановился и попросил его вести себя прилично. Он мне сказал: хорошо. Едем дальше, смотрю, в этот раз он повалил ее на сиденье и не выпускает из-под себя. Было явно видно, что они не ровесники. Девушка похожа на девятиклассницу, а мужчина мой ровесник, лет 26-27. Я остановил машину, вывел его и сказал, что так неприемлемо. Так ведут себя бесчестные люди. Мухаммад говорит, что такие случаи в его машине происходили не раз, и от этого ему было очень неловко. В такие моменты беспокоишься о девушке, жалко ее. У нее ведь есть брат, сестра, переживаешь, как бы ни случилось чего. Это же отвлекает внимание. Мухаммад не единственный водитель, который повесил таблички, уведомляющие о недопустимости интима в салоне машины. Такие предупреждения теперь все чаще можно встретить в столичных такси. Из-за этих запретов с нами постоянно ругаются. Во-первых, наш рейтинг снижается, постоянно жалуются на нас, безосновательно обвиняют нас. Больше всего это молодые девушки. К такой самодеятельности таксистов некоторые жители Душанбе все же относятся положительно. Они считают, что такси не место для любовных утех. Пусть дома обнимаются, такси предназначены для поездок и решения каких-то дел. Кто-то скажет, мол, демократия же, но нас это не красит. Те, кто против установления столь жестких запретов, считают, что сами пассажиры, а не водитель, должны для себя решить, как правильно вести себя. Введение запретов они называют вмешательством в частную жизнь. Я считаю, что нельзя запрещать. Кто-то с мужем, и им разве нельзя держаться за руку? Может, супруг хочет проявить ласку. Но, конечно, не до такой степени, чтобы переходить все рамки приличия. Нельзя, чтобы водители вводили запреты. Несмотря на несогласие некоторых пассажиров, в Союзе потребителей заявляют, что новые правила не противоречат действующим законам и не считаются ущемлением прав потребителей. Другой водитель, который пока не приклеил предупреждение с ограничениями на панель приборов своей машины, утверждает, что любое действие пассажира внутри салона, выходящее за рамки приличия, это неуважение к водителю. Главная моя задача в целости и сохранности доставить клиента в пункт его назначения. Для того, чтобы включить музыку на магнитоле или повысить ее громкость, пассажир обязан спросить моего разрешения. По нашему менталитету они должны стыдиться. На Западе другое дело. У нас такого нет. В последние годы консерваторов в Таджикистане становится все больше. Поцелуи и объятия на людях воспринимаются негативно. Это считается постыдным поведением. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Я желаю вам всего самого доброго. До встречи.